Здравствуйте, это Олег Жилнин, журналист. Я сейчас нахожусь около своего дома. У нас стихийное собрание жильцов в связи с выставлением счетов Якутскэнерго. Мне за двухкомнатную квартиру пришел счет на 26 тысяч. Перерасчет за какой-то перетоп. И сейчас мы поговорим с нашими соседями и узнаем об этой ситуации более глубже. Ну, точнее, это шутка 1 апрельская или нет? Я думаю, что это не шутка. Нам счет пришел по отоплению 27 тысяч, по счетчику отопления 9 тысяч с копейками. То есть общий счет со всем, с в энергосбыте за свет и так далее, 38 тысяч. То есть мы должны из кармана выложить сразу 38 тысяч. Но я считаю, что так вообще не должно быть, это беспредел, я считаю. Потому что мы многодетные, у нас ребенок инвалид. Дочь у нас учится в Питере, мы там снимаем квартиру, потому что нет общежития. То есть у нас нет таких денег заплатить за раз. 38 тысяч, вы представляете? Это, грубо говоря, там почти зарплата, да, месячная наша. Я вообще не представляю себе. А вы туда обращались, вам что ответили? Да, я позвонила оператору энергосбыта. Ответ прозвучал такой: на основании жилищного коммунального закона делается перерасчет один раз в год, в первом квартале за прошлый год, получается. Больше ничего не ответили, сказали, что это был перетоп, и мы должны заплатить эту сумму. У вас такая же ситуация, да? Да я посмотрел, решил, что сперва это первоапрельский розыгрыш. Но потом, когда стал выяснять ситуацию, да, у меня всегда было 1003 примерно, а сейчас мне стало 25 с чем-то. Вот. Было изумительно. Ладно мне, пожалуйста, у соседки там еще тяжелее ситуация. Да, у меня вообще 41 тысяча, сейчас я вам покажу. Это при условии, что мы оплачивали все счета. Да, регулярно. мы тоже ежемесячно платим. Без пропуска, У нас да, 4-комнатная квартира тоже, как у вас. И почему-то еще за горячее водоснабжение сделали перерасчет. И вы обращались, да, к ним? Да, я обращалась, сказали, как женщине ответили, точно так же сказали, что это все законно. Значит, сделали в первом квартале, не проверяли что-то тут, и у нас получился такой Меня лично, скажем, не очень удивляет, что так произошло, но хотя бы можно было предупредить заранее, чтобы могли как-нибудь запланировать, сманеврировать. Но так перед фактом поставить. Ладно, мы, те, кто пользуемся электронным личным кабинетом, как-то сумеем адаптироваться за эти недели. А если придет квитанция пенсионеру, я не знаю, что будет. Сочувствую. Если было в феврале начисление 4800, то в марте 27 тысяч. И это только по отоплению. Никаких разъяснений, никаких объявлений энергосбыт не давал. Запрос сделала через личный кабинет, но ответ будет только через 15 дней. По сути, мы никакого перетопа не просили делать. Я не знаю, как так делается в такое время. И у меня просто интересует вопрос, даже к правительству республики. Вы делаете все для того, чтобы цены на продукты были снижены. Вы ищете спекулянтов, вы их наказываете. А в данной ситуации это что происходит? Никого не спрашивая, никого не монополист решил, что мы должны им деньги. Я все понимаю, но у меня вопрос чисто такого характера. Он касается капитального ремонта. Лично я бегал с этого ремонта капитального с 2013 года. Крышу нам сделала ЖЭУ Центральная, которая является управляющей компанией этого дома. И огромное им спасибо. После этого капремонт, хотя он должен в течение 8 лет сделать нам капитальный ремонт, ничего не сделал, кроме того, что посчитал, что надо сделать фундамент, ограничился СНИПом и так далее. Недавно я был на приеме в капитальном ремонте. Там делать ничего не собираются. Сказали, мы сделаем перерасчет, на это уйдет целый квартал, а потом решим, делать здесь ремонт или не делать. Вопрос один. Да, мы платим взносы в капитальный ремонт. Дом очень достаточно старый. Но вопрос, мы виноваты в этом перетопе? Потому что капитальный ремонт не был произведен в срок? Вопрос. И теперь мы должны платить. Ладно, в среднем 25 тысяч. А вы посмотрите на этих людей.
У них есть такие деньги в среднем платить по 25 тысяч сейчас? Люди рассчитывают свой бюджет в условиях экономического ситуации и на что-то рассчитывают. А взамен получают такие вот письма счастья, так назвать можно, да? Апрельская неудавшаяся шутка. Такой вопрос сразу возникает по оформлению субсидий. Висит долг 38 тысяч. Оформлять субсидию невозможно. Пока висит долг. Это какой-то заговор получается, правительственный или что? Чтобы люди по субсидиям тоже не могли себе оформить. То есть вы хотите сказать, когда сейчас субсидию пойдете оформлять, вы должны... Мне никак, пока не закроют долг, который вот выставили мне. И получается, я злостный неплательщик, и на субсидию я не могу рассчитывать. А вы туда звонили, спрашивали, что они ответили? Ничего? Все по закону. Ну, как сказать, ну, оператор сидит, девушка, у нее, как сказать, по скриптам говорит, все по закону, все. Перетоп, по-вашему, это нормальный ответ? Или же должно быть какой-то тариф? На Ну, кого-то должна быть точка, просто точка. Вот. Человек или там квадратура, что столько-то там добавляется тепла, столько-то добавляется денег по такому-то тарифу, там 1 рубль, 1 квадратный метр. Если перетоп там вот насчитывать. А так никакой информации нету. Вообще нету ни тарифов, ни что, как это насчитывать. Или просто они из головы взяли, давай этому столько напишем, а этому столько. Так получается. Потому что нигде нету этой информации, ни на каких сайтах. И девушка-оператор просто, ну, у нас все по закону, все. И все. И я так и не нашел, как они насчитали, что насчитали. Человека насчитали, квадратный метр насчитали. По рублю, по 2, по 3, нигде ничего не известно. Ну, я правильно понял, перетоп понятие какое-то странное, и никакого норматива толком не видно же. Потому что вот... Потом, почему норматив с 2020 года, вот они нам как поставили, да, эти счетчики горячей воды и по отоплению, они же должны с какой-то периодичностью, я не знаю, кто это должен делать, то ли энергосбыт, их работники, да, должны приходить к нам вот в дом, снимать показания вот эти вот. И исходя из этого уже там либо перетоп, как они говорят, да, либо наоборот, перерасчет. А тут вообще что-то непонятное. А вы или не платили, что вообще произошло? Вот, вы сказали, вы в феврале платили, да? За февраль я платила, да, за январь я тоже заплатила, в декабре тоже у нас было уплачено. И откуда взялся вот этот вот, эти 18 тысяч, мне, например, лично непонятно. Вся эта система оплаты вообще, она кажется не то что неудобной, а вообще я считаю, что в корне неправильная. То есть она вводит людей в заблуждение, все эти вот целая куча квитанций, да? И попробуй разберись, сколько ты должен в общей сложности. А вот сейчас вам выставили за эту квартиру здесь на Дзержинского 82, Да. Что будете делать? Будете... Я платить ее не буду. Потому что с какой стати-то? В феврале месяце не было, значит, да, никакого долга. Я все оплатила по счету, который они мне выставили. А из какой радости я должна платить им 18 тысяч и плюс еще 4 тысячи за горячую воду? С какого перепугу? Нам тоже это самое, когда вот в марте месяце, да, водоканал, значит, портянку такую, там вот вы должны, значит, иначе у вас задолженность больше 2 месяцев. Ну, пришлось идти сюда, вот благо они тут хорошо рядом, да. С ними как-то вот все-таки попроще. Там разобралась. 900 рублей они мне вот выставили, да, что ты должна 900 рублей. Ладно, я оплатила эти 900 рублей им. Потом пришла к ним, и оказалось, что у меня никакого-то и не было, никакой задолженности. То есть 572 рубля у меня даже есть аванс. Это по водоканалу. Холодная вода и канализация. А тут вообще, ну я не знаю, придется записываться сначала. Ну а вообще так, скорее всего, нам надо как-то это самое общее письмо составить от всех жильцов нашего дома. Я не знаю, в прокуратуру, потому что надо с ними разбираться. Потому что Мы взяли несколько интервью у наших соседей, у наших жителей дома. Но у меня одна просьба. Многие думают, что все напрямую платят
Якутскэнерго. Я считаю, что мы платим всего лишь навсего энергосбыту. А энергосбыт выставляет нам счета, ну, я не знаю, насколько по закону это обосновано. Но я не нашел, или мои соседи не нашли такого тарифа, как... Нет такого тарифа, Понятия перетоп. Ну, нету и Понятия. все. Не тариф. То есть энергосбыт, получается, с бухты-барахты взял и выставил счета и поздравил нам с 1 апреля, но это уже не шутка. Это за март месяц. Я прошу разобраться, и если действительно мы должны такие деньги, то принять меры к энергосбыту, потому что мы будем подавать в суд и, наверное, еще в прокуратуру. Пускай разбирается. Потому что должны по закону сначала предупредить, доказать, а потом уже выставлять счета.